Добрый день, дорогие друзья! 12 августа ежегодно отмечается Международный день молодежи. Казахстан– страна молодая и страна молодых людей. Наша молодежь– движущая сила прогресса, сказал президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев. И сегодня мы собрались в библиотеке, чтобы провести онлайн-диалог «Мы– будущее страны», в котором участвуют студенты, представители таких профессий, как строитель, музыкант, врач, биолог, работник МЧС. Разрешите представить наших гостей. Меня зовут Кузнецова Наталья. Я учусь в Северо-Казахстанском государственном университете имени Манаш Казыбаева на факультете инженерии и цифровых технологий. И моя будущая профессия – это строитель. Здравствуйте, меня зовут Никитина Марина Юрьевна. Я студентка 3-го курса Северо-Казахстанского медицинского колледжа по специальности лечебное дело, фельдшер общей практики. Здравствуйте, меня зовут Клишин Андрей. Я являюсь студентом Петропавловского музыкального колледжа музыки по классу аккордеон. Музыке я обучаюсь с детства, окончил детскую музыкальную школу также по классу аккордеон, поступил в колледж искусств. По окончанию учебы планирую устроиться преподавателем в детскую музыкальную школу, чтобы обучать детей правильной и грамотной игре на музыкальных инструментах. Меня зовут Блюмова Айнаш, я учусь на 3-м курсе по специальности химия образовательная, и прежде чем выбрать эту профессию, я очень долго думала и решила, что в наше время наиболее важной и актуальной профессией будет являться учитель. А химия – это потому, что был любимым предметом в школе. Чем вы руководствовались при выборе профессии? Когда я выбирала профессию, я хотела, чтобы она была востребована. Также, чтобы она была интересна мне и, немаловажно, чтобы она была высокооплачиваемая. Выбор профессии – важный шаг для любого человека. Медицинская деятельность занимает особое место в ряду других профессий, потому как ты можешь помочь людям в их выздоровлении. На выбор моей профессии музыканта повлияли мои родители, моя бабушка, которая очень любила музыку и всегда мечтала, чтобы я стал музыкантом. И уже в 8 лет я поступил в школу одаренных детей. Я выбрала профессию защита в чрезвычайных ситуациях, потому что мне всю жизнь хотелось спасать людей. Не жалеете ли о своем выборе? Я ответственно подходила к выбору своей будущей профессии, и поэтому я не жалею. Я не жалею о выборе своей профессии, потому что это очередной стимул к достижению поставленных мною целей. Я не жалею о своем выборе в профессии, потому как я уже с раннего детства знала, кем я буду. У меня мама работает медсестрой, бабушка работала врачом, так что я пошла по им стопам. Я очень рада этому. О выборе своей профессии я не жалею, потому как считаю ее одной из самых важных профессий, так как во все времена музыка дарила людям счастье, улыбку и придавала красок этому миру. О своем выборе я не жалею, мне все нравится, у меня все получается на практике, и с детьми я лажу хорошо. Считаете ли вы, что современная молодежь ответственна за будущее Казахстана? Да, я считаю, что именно современная молодежь Казахстана ответственная за будущее нашей страны. И я думаю, что я пример, и мои одногруппники
Мы в прямом смысле выстраиваем наше будущее. Да, я считаю то, что современная молодежь ответственна за будущее Казахстана, потому что молодежь, получившая качественное образование, будет уверенно стоять на ногах и делать уверенные шаги в будущее нашей страны. Да, я считаю, что современная молодежь ответственная за будущее Казахстана. А ведь молодежь стремится к лучшему в развитии, в любой науке. Даже взять медицину, что уже врачам помогают роботы в тяжелых операциях. Это большой плюс для всего человечества на Земле. Я считаю, что молодежь – это фундамент страны. От нас зависит будущее благосостояние нашей Родины. Будет ли востребована ваша профессия в будущем? Да, я считаю, что моя профессия будет востребована в будущем, потому что в будущем будет также много строиться зданий, как и сейчас. Да, моя профессия будет востребована в будущем, потому что она очень важна для безопасности здоровья и жизни населения. Я считаю, что моя профессия будет востребована всегда, так как для каждого человека музыка – это часть его жизни. Да, конечно. Медицина всегда будет востребована. Не будет нас, не будет помощи. Что вы понимаете под здоровым образом жизни? Занимаетесь ли спортом? Здоровый образ жизни направлен на сохранение здоровья, профилактики болезней и укрепления человеческого организма. Как говорится, в здоровом теле здоровый дух. Да, конечно, я люблю заниматься спортом, волейболом, баскетболом. Зимой я хожу на лыжах и люблю заниматься фитнесом. И вам рекомендую. Здоровый образ жизни для меня это не только спорт, но также и здоровая, правильная еда. В заведении, где я учусь, мы с моими одногруппниками ходили в бассейн, и мне очень нравилось заниматься плаванием. Здоровый образ жизни – это, как говорится в пословице, в здоровом теле – здоровый дух. Спорт – это неотъемлемая часть здорового образа жизни. Он играет в моей жизни огромную роль. Летом я люблю играть в футбол, зимой я люблю заниматься катанием на коньках. Я считаю, что здоровый образ жизни – это когда человек не пьет, не курит, соблюдает режим дня, правильное питание, занимается спортом. Да, я занимаюсь пожарно-спасательным спортом. Какое место в вашей жизни занимают книга и чтение? Книга в моей жизни занимает немаловажное место. Я очень люблю читать. Мои любимые жанры – это фантастика, детективы. Очень люблю романы. Мне очень нравится проводить время за чтением книги, так как это дает возможность расслабиться, откинуть ненужные мысли в сторону. Из жанров я предпочитаю приключенческие рассказы и детективы. Я всегда прибегаю к книгам не только к научно-медицинской литературе, но люблю читать художественные, детективные книги. Еще люблю читать стихотворения. Пытаюсь даже сама сочинить стихи. На данный момент чтение книг остается на втором плане, так как у меня на это нет времени. Что вы можете пожелать вашим ровесникам в этот праздник? Я желаю своим ровесникам, чтобы у них было как можно больше целей, и чтобы они их добивались. Могу пожелать, конечно, здоровья, стремиться к лучшему, развиваться в любых научных достижениях и быть уважаемым человеком. Хотелось бы пожелать своим ровесникам найти свое место в жизни, никогда не останавливаться перед трудностями, ведь трудности только закаляют человека. Ну и, конечно же, добиваться своей цели.
В этот праздник я хочу пожелать своим ровесникам самое главное здоровье и терпение. Современная молодежь за будущее Казахстана, так как свое будущее мы выбираем сами, и поэтому я хочу пожелать молодежи выбирать профессию по душе, становиться хорошими специалистами, ведь мы есть будущее Казахстана. В заключении нашего диалога мне хотелось бы привести слова Касыма Жомарта Токаева. Помните, что наша страна заинтересована в успехе каждого из вас, потому что из достижений каждого будут складываться достижения всей страны. Благодарю всех участников онлайн-диалога.